В Верхоянском районе мужчина, заблудившись в горах, 2 недели плутал по бескрайней тайге. В его поисках были задействованы силы МЧС и родственники пропавшего. Подробнее в сюжете наших коллег. 27 сентября стоял обычный для Заполярного края осенний день. Руслан Иванов, находясь в местности Сордон-Сартанского наслега, где он вместе с приятелем строил зимовье, поднялся на гору разведать дичь. Внезапно образовавшийся туман сбил его с толку, и он потерял ориентировку в местности. Окутал туман, видимо, снизилась. Я был одет очень легко, в свитере с капюшоном, бейсболке и в резиновых сапогах. Решил идти вдоль речки против течения. Спал по полчаса на земле. Долго не лежал, вставал и шел дальше. Боролся за жизнь, надеялся найти охотничий домик, людей. На 3-е сутки скитаний нашел заброшенную избушку оленеводов и там отлежался, отдохнул. Сильно натер ноги, на улице нашел старую одежду и утеплился. В этой сторожке отлежался 5 дней и пошел обратно искать людей. Из еды у него были только ягоды, растущие неподалеку от реки. Найденная в избушке игла пригодилась, чтобы соорудить удочку, которой Руслан предпринимал попытку ловить рыбу. 5 дней Руслан провел в избушке. Как бы ему не хотелось покидать, как тогда ему казалось, теплое место, желание найти свой настоящий дом оказалось сильнее. Ориентиром ему служило течение реки, но его очередной многодневный поход не увенчался успехом, и Руслан был вынужден вернуться к избушке. Именно здесь, спустя 2 недели, его нашли участники поисковой группы. Когда рыбачил, услышал голоса людей. Подумал, из-за усталости и недосыпа они мерещатся. Встал и увидел дым от костра. Люди меня тоже заметили и прибежали. Я очень сильно обрадовался, что нашелся. Благодарю всех, кто искал меня. В этой ситуации меня спасло то, что часто бываю в тайге. Руслан признался, что он ни на минуту не терял надежду найти людей и дорогу домой. Но в то, что в такой дали его найдут, он не верил. Из случившегося Руслан сделал для себя выводы. Но отказаться от вылазок в лес не намерен. Только уверяет, что впредь его надежным спутником станет навигатор. Мария Макарова, Анна Рожина, НВК Саха, Верхоянский улус.